Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Также хочу обратить ваше внимание, что с 29 октября время эфира для жителей Крыма изменилось в связи с переходом Киева на зимнее время. И утренний эфир теперь выходит в 8:35, дневной в 13:10, а вечерний в 19:30. Также хочу сказать, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. На заседание Крымской солидарности в Симферополе 27 октября пришли сотрудники Российской прокуратуры в сопровождении работников Центра по противодействию экстремизму и полиции. Это не первый случай, когда силовики пытаются препятствовать работе организации. Собственно, почему правоохранители пытаются усложнить работу Крымской солидарности? Насколько действия силовиков аннексированного Крыма угрожают членам организации и что этому могут противопоставить правозащитники и неравнодушные крымчане? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Во время визита на заседание Крымской солидарности 27 октября представители силовых ведомств вручили предостережение о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма координатору Крымской солидарности Диляверу Меметову и юристам Лиле Гемиджи и Эдему Семедляеву. Давайте послушаем, как происходило вручение предостережения о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма координатору Крымской солидарности Диляверу Меметову. Проводятся проверочные мероприятия органами прокуратуры Российской Федерации в Республике Крым, в том числе органы противодействия экстремизму. Поэтому приглашаем для проведения мероприятий прокуратуру Республики Крым по улице Севастопольской, 27. В соответствии с федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации требования прокурора могут быть устными, о чем сейчас уведомляем. В целях предупреждения, то есть недопущения правонарушений, Гемиджи и Лилию Ибрагимовну предупреждаем, предостерегаем о недопустимости нарушения требований федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, а также федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Итак, вот так вот пояснили крымские силовики свой визит на заседание Крымской солидарности 27 октября. Сейчас же с нами на связи Лилия Гемиджи, крымский юрист. Лилия, здравствуйте. Доброе утро. Вы могли бы чуть подробнее рассказать, что же происходило во время этого заседания, как пояснили свой визит силовики, не только же, наверное, желанием вручить вам предостережение, и зачем это могло было быть сделано? В субботу проходило очередное заседание Крымской солидарности. Происходило обсуждение тем, которые были интересны родственникам политзаключенных, были комментарии со стороны адвокатов, и шло обсуждение всех политически мотивированных дел. Неожиданно на заседание Крымской солидарности вошли несколько сотрудников правоохранительных органов. Практически все они были в масках, скрывающих их лица. Было направлено 2 видеокамеры, которые снимали происходящее и находящихся в зале. Сотрудники прервали заседание и сказали о том, что прокурор Валентин Чуприна сказал о том, что они пришли вручить предостережение мне и координатору Крымской солидарности Диляверу Меметову. Зачитали норму закона, согласно которой мы должны были явиться в прокуратуру и дать показания относительно поступивших сведений на наличие в наших действиях признаков экстремизма. Мы сошлись на том, что ходить в прокуратуру мы не будем, предложили дождаться окончания заседания сотрудников правоохранительных органов и уже по окончании заседания получить эти предупреждения о недопустимости экстремизма в наших действиях.
После того, как каждому из нас лично были зачитаны эти предостережения, из предостережений стало понятно, что в прокуратуру поступила информация о том, что мы планируем участвовать, либо координировать и организовывать массовые мероприятия в виде одиночных пикетов без согласования с властями. И на наш закономерный вопрос, когда мы это планируем делать, в каком месте, раз уж информация поступила, мы должны быть готовы, и мы хотели бы подать уведомление о проведении этих мероприятий для того, чтобы они соответствовали тем нормам закона, которые сегодня применяются в Крыму. Прокурор ничего ответить не смог. На основании решения Конституционного суда Российской Федерации мы просили предоставить все материалы, которые касались данного этого предостережения, на что прокурор ответил нам, что мы должны сделать письменный запрос в прокуратуру и, соответственно, получить оттуда ответ. Сегодня будет с моей стороны подано такое заявление о предоставлении всех материалов, которые касаются вручения данного предостережения. Что характерно, что идет системное давление на правозащитников, на адвокатов. Начиналось все с Эмирусина Куку, потом такое резонансное задержание координатора крымской солидарности Сервера Мустафаева и 10 суток ареста для адвоката Эмиля Курбединова. И в последнее время это давление на правозащитное сообщество в Крыму, оно усиливается. И страшно не то, что Крым может остаться без адвокатов, которые смогут защищать ребят в политически мотивированных делах. Эти дела имеют уже предопределенный характер, предопределенные решения, они заранее известны. И роль адвоката, она заключается скорее не в том, чтобы действовать на основании закона и защищать на основании закона. Она больше является публичной, адвокаты и правозащитники в Крыму на сегодняшний день являются рупором независимого слова, объективной информации на материковой Украине, на международных площадках. И на самом деле через давление на правозащитное сообщество, через воспрепятствование адвокатской деятельности происходит давление на единственную сегодня в Крыму независимую площадку, которая оказывает сопротивление правовому беспределу. Это на заседание, на площадку Крымской солидарности. Лиля, а вот по вашему мнению, зачем это было сделано? Это просто такое напоминание силовиков о том, что они продолжают следить за работой Крымской солидарности? Или же их действия, вот эти предостережения могут иметь какое-то дальнейшее развитие в виде уголовных дел, административных дел? Здесь я вижу два направления. Предостережения были вручены нам троим. И в том году Дилягер Меметов совместно с Мумине Салиевой выступали на заседании ОБСЕ, где доносили ситуацию о том, что происходит в Крыму, о всех политически мотивированных делах. В этом году мы с адвокатом Эдемом Семетляевым 22 числа присутствовали в Риме на заседании ОБСЕ, где проходило, заседание было посвящено дискриминации по религиозному признаку, и мы говорили о том, каким образом происходят политически мотивированные процессы в Крыму, доносили объективную ситуацию, которая сегодня имеет место быть в Крыму. Как раз я на одной из рабочих панелей говорила о преследовании координатора правозащитника Сервера Мустафаева, и я думаю, что вот это был посыл для тех, кто осмеливается выезжать на международные площадки и в противовес российским новостям, в противовес российским послам и представителям доносить истинную ситуацию в Крыму. И действительно, вполне возможно, что это будет иметь продолжение. Мы это видели, опять-таки, повторюсь, на примере Сервера Мустафаева. Ему также неоднократно вручалось предупреждение, предостережение о недопустимости
несогласованных акций. Ему были устные звонки от сотрудников силовых структур, и все это вылилось в уголовное преследование. Но силовики ошибаются в том, что данное уголовное преследование или какие-то провокации в наш адрес, запугивания в наш адрес, они смогут нас остановить. На самом деле нас это не пугает, в наших сердцах нет страха, и мы понимаем, что если мы остановимся, то найдутся люди, которые станут на наше место. И если по отношению к нам будет применено какое-то уголовное преследование, на наше место встанут десятки новых людей, которые понесут идею и будут продолжать рассказывать о том беспределе, который сегодня творится в Крыму. Лилия, но если я правильно вас понимаю, то вы расцениваете, что вот это предостережение вполне может стать неким предваряющим действием к началу уголовного преследования. Да, я вполне допускаю такую возможность, что это может стать началом преследования, уголовного преследования и в отношении адвоката Эдема Семидляева, в отношении координатора Крымской солидарности Дилявера Меметова и в отношении меня лично. Но сегодня 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. И во времена, более 100 лет назад, было положено начало вот этой репрессивной машине, которая уничтожила порядка 4 миллионов человек. Из них более 600 тысяч были подвергнуты высшей мере наказания. И вот эта дата, она должна служить напоминанием не только нам, правозащитникам, но и властям, в первую очередь, Российской Федерации, о том, что эта машина когда-то сломается, и страницы истории запишут большими черными буквами их имена в историю, как тиранов, как палачей, как притеснителей. Угу. Лилия, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с крымским юристом Лилией Гимиджи. Я даже хочу напомнить нашим слушателям, что в нашем вечернем эфире мы традиционно обсуждаем самые важные новости дня, так что не забывайте слушать нас не только утром и днем, но и вечером. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Мы же продолжаем обсуждать в эфире радио Крым Реалии визит силовиков на заседание Крымской солидарности 27 октября. И на связи с нами российский адвокат Николай Полозов. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы, наверное, слышали слова Лилии Гимиджи о том, что вот это предостережение, которое получила она и Дилявер Меметов, и Эдем Семидляев, целиком может стать основанием для, скажем так, для дальнейшего уже уголовного преследования троих активистов и юристов. Вы разделяете такое мнение и такое опасение Лилии Гимиджи? Безусловно, это так. Российские власти продолжают проводить в Крыму последовательную репрессивную политику. Естественно, любая гражданская активность наказуема, безусловно. И просто важно понимать, что сам факт существования Крымской солидарности, объединения родственников украинских политзаключенных крымских татар, их адвокатов и просто людей, которым не безразлична эта ситуация, она, конечно, сам факт наличия Крымской солидарности раздражает российскую власть. И подобные предостережения являются своего рода черной меткой. То есть это еще такой один сигнал со стороны российской власти этим людям, что их активность крайне нежелательна. И что касается последствий, ну, безусловно, инструментарием является у российской власти уголовное преследование. Помимо этого, в этом предостережении было написано, что якобы планируются какие-то одиночные пикеты. Откуда эта информация оказалась в прокуратуре? То есть, на мой взгляд, это основано на фантазиях сотрудников Центра противодействия экстремизму в Крыму, которые выдумывают мифические какие-то действия, которых никто не совершал и не задумывал, выдают это за правду. Может быть такая ситуация, при которой преследовать могут и в административном порядке, как это происходит, допустим, с Алексеем Навальным и его акциями, сотрудниками Фонда по борьбе с коррупцией, когда они просто
скажем так, их хватают на улицах, сажают на достаточно длительные административные сроки, такое развитие событий тоже возможно. Но совершенно очевидно, и вот Лилия это сказала в своем выступлении, что сегодня, конечно же, День памяти политических репрессий. И вот здесь очень важно помнить, что несмотря на те трагические события, произошедшие в истории, репрессии продолжаются и сейчас. Прямо сейчас они идут полным ходом в Крыму. Вот почему-то на это никто в России какого-то пристального внимания, в том числе и в правозащитной среде, в том числе в либеральной среде, абсолютно не обращает. Николай, а насколько такие действия соответствуют формально, по крайней мере, российскому законодательству? Есть ли основания у силовиков действовать так? Ну, скажем так, у прокуратуры основания есть так действовать. Если в прокуратуру поступил рапорт, прокурор считает, что тот оперативник, который написал рапорт о том, что якобы готовятся какие-то мероприятия, вполне честен. А вот на уровне Центра противодействия экстремизму я не думаю, что они действительно имели какую-то информацию. Это больше похоже на готовящиеся провокации. Вывести с одиночными пикетами по всему Крыму, условно говоря, 4 человек, провокаторов, и на этом основании спокойно можно будет привлекать к ответственности всех тех, кого они в этот раз обозначили в качестве ответственных за проведение каких-то непонятных мероприятий. А насколько проведение одиночных пикетов вообще можно впихнуть вот в это ложе, не знаю, насколько оно прокрустово, но тем не менее антиэкстремистского, антитеррористического законодательства? Вот, предположим, реально вышли 4 человека на одиночные пикеты. Как это может нарушить российские законы? Понимаете, какая штука? По закону, по Конституции не требуется вообще никаких согласований. Есть специальный закон, в нем одиночные пикеты тоже не требуют согласований. Но российская правоприменительная практика пошла по такому пути, что если проходит примерно в одно время в разных местах одиночные пикеты на общую тему, они считают, что эти пикеты объединены общим замыслом и заранее кем-то спланированы одним там или несколькими людьми, но вместе. Николай, к сожалению, российский адвокат Николай Полозов сорвался с нашего эфира. В принципе, я думаю, его мысль понятна нашим слушателям о том, что если одиночные пикеты проходят в одно время и объединены одной темой, российские правоохранители и российские судьи вполне могут расчесть их массовые акции. Я же хочу сказать, что к обсуждению нашей темы буквально через несколько секунд присоединится заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. А слушателям хочу сообщить, что это Радио Крым Реалии с вами. Если вам есть что сказать по теме эфира, то непременно звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. А сейчас с нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте. Доброе утро. Я напомню нашим слушателям, что мы продолжаем говорить о том, что на заседании Крымской солидарности 27 октября пришли представители силовых ведомств и вручили предостережение о, цитирую, недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма координатору Крымской солидарности Диляверу Меметову и юристам Лилии Гимиджи и Эдему Семидляеву. И, Ахтем, в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Как вы расцениваете произошедшее? Ради чего и зачем силовики пришли на заседание Крымской солидарности? В общем-то, было бы удивительным, если бы за подобными мероприятиями не было бы пристального внимания карательных органов. То, что они абсолютно
не заинтересованы в том, чтобы на территории Крыма проходили какие-то мероприятия, связанные с правозащитной деятельностью, организовывались и давали отпор тем бесчинствам со стороны так называемых судебных и следственных органов. Думаю, что тут ничего сверх неожиданного не происходит. Следующим этапом, на мой взгляд, будут преследовать цель, чтобы подобные мероприятия Крымская солидарность не могла проводить, и все меньше участников было. А как это может произойти? В виде запретов, прямых запретов на проведение подобных акций? Или с помощью запугивания, арестов членов Крымской солидарности? Я думаю, что сперва будут проводить профилактическую работу с теми, кто предоставляет место для проведения. Далее, по моему опыту, несколько раз вынесение предупреждений чревато возбуждением уголовных дел, либо привлечение к административному. А вот Лилия Гимиджи, например, да как и позже уже Николай Полозов в нашем эфире утверждает, что, в принципе, вот те предостережения, которые были вручены организатору Крымской солидарности и двум адвокатам, они могут иметь последствием и уголовное преследование. Вы разделяете подобные опасения? А я же сказал, что либо уголовное, либо административное после нескольких предупреждений. Так, потому что ранее этот метод уже с первого дня оккупации не раз использовался, и мы это уже проходили, когда несколько раз вручая, по некоторым возбуждались уголовные дела. Ахтем, вот по вашему мнению, это сможет воспрепятствовать дальнейшим заседаниям Крымской солидарности? Или же для крымских татар в Крыму подобные методы российских силовиков не возымеют своего воздействия? Я думаю, что активность не будет снижаться, формы могут меняться. Ахтем, я попрошу вас оставаться на связи. Слушателям хочу просто еще раз напомнить, что это радио Крым Реалии. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, Фейсбуке, предлагайте свои темы программ. Также заходите на сайт Крым Реалии. И не забывайте, что с 29 октября время эфира для жителей Крыма изменилось в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренний эфир теперь будет выходить в 8:35, дневной в 13:10, а вечерний в 19:30. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Я напомню нашим слушателям, что в эфире радио Крым Реалии мы сейчас обсуждаем с Ахтемом Чийгозом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа, недавний визит крымских силовиков в аннексированном Крыму на заседание Крымской солидарности. И, Ахтем, насколько я понимаю, это не первый раз, когда силовики проявляют интерес к Крымской солидарности. Я правильно понимаю, что фактически с самого начала работы организации местные подконтрольные Кремлю власти пытаются всячески препятствовать работе правозащитников? Да, с момента создания и первых таких форумов, когда силовики не просто проявляют интерес, силовики оказывают непосредственное давление на организаторов, участников. Некоторые из них уже в тюрьмах сидят.
Ахтем, вот Лили Гимиджи утверждает, что это давление с течением времени усиливается. Вы разделяете такую точку зрения? Или, условно говоря, с самого начала начали проводить некие мероприятия, и их вот стабильно проводят раз за разом с каждому заседанию Крымской солидарности? Ну, куда еще дальше усиливать? Повторюсь, некоторые из них уже сидят в тюрьмах. Что ж, Ахтем, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Мы говорили о визите крымских силовиков на заседание правозащитной организации «Крымская солидарность», которое произошло 27 октября. Тогда представители силовых ведомств вручили предостережение о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма координатору Крымской солидарности Диляверу Меметову и юристам Лилии Гимиджи и Эдему Семидляеву. Мы в эфире нашей радиостанции «Крым Реалии» обсудили с Лилией Гимиджи, крымским юристом, то, как это происходило. Она рассказала о подробностях этого случая, о том, какие именно предостережения были им вручены, и также о том, что это впоследствии может иметь перспективу открытия уголовных дел для этих троих активистов. Она связывает это с тем, что все трое принимают активное участие в деятельности международных организаций, раскрывают международному сообществу те детали нарушений прав человека в Крыму, которые касаются крымских татар. И вот на такой пессимистической ноте я вынужден завершить наш эфир. Напомню, что в студии с вами был Александр Голубов. Это радио Крым Реалии, и мы обязательно услышимся уже вскоре.